Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В Абхазии начался новый учебный год. Более 2500 ребятишек впервые переступили порог школ 1 сентября. В торжественной обстановке приняли первоклашек и в Гагарской средней школе номер 1. Учебное заведение, построенное в рамках российской инвестпрограммы, распахнуло свои двери для 308 учащихся. В церемонии открытия школы приняли участие президент Аслан Бжани, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин, члены правительства и руководство Гагарского района. Репортаж Ирины Аршба. Сегодня в Гагре двойной праздник. Помимо того, что после долгих каникул начался новый учебный год, распахнула свои двери и построенная в рамках российской инвестпрограммы средняя школа номер 1. Учебное заведение возводилось почти 3 года. И вот, наконец, долгожданное событие. Учащиеся школы выстроились на торжественную линейку, посвященную 1 сентября. И год Владислав Гибжиджацаца, и штыцует хабирахва, и штыцует хлахкыла, абар, айхабы, агубжинут, эйцбаза, яйвы дуртхаранпи, ахаца фиштыхны, ахураша язган, авазгичханы, шацкелы рысны, и хурбжицны, и таурыхны, амцапырылсны, ахтыпкырганы. Гагарская школа – это школа, рожденная в результате длительной национально-освободительной борьбы абхазского народа. Для гагарцев эта школа имеет особую историю. Долгие годы так сложилось, что школа остро нуждалась в капитальном ремонте. В то время, когда многие не верили в то, что здесь будет построена новая школа, был начат демонтаж здания старого корпуса. И уже сегодня мы открываем новую, современную, соответствующую всем образовательным стандартам школу. Торжественную линейку в Гагарской первой средней школе посетил президент Аслан Бжани. Глава государства поблагодарил руководство Российской Федерации за поддержку и помощь, оказываемую в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Хотел бы сказать несколько слов, Алексей Аркадьевич, в адрес руководства Российской Федерации, братского российского народа. Огромное вам всем спасибо. Такие страницы нашей истории дают нам повод и основания уверенно смотреть в наше будущее. На линейку в честь открытия школы был приглашен и председатель Союза абхазских добровольцев КБР Сергей Яхагоев, который в эти дни находится в республике. Сергей подарил школе портрет героя Абхазии Султана Сосналиева. Я так радуюсь за всех детей, которые сегодня находятся здесь, в этой новой школе. И все добровольцы, которые были на территории Абхазии, приехали для этого, чтобы эти дети жили спокойно и вот так могли учиться и радоваться. Звучит первый звонок, после чего министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, глава администрации Гагарского района Юрий Хагуш, директор школы Ханна Гунба разрезают красную ленту, символизирующую открытие здания. Учащиеся с нескрываемым интересом разошлись по кабинетам, а школа заполнилась детскими голосами. Во время церемонии открытия на стене школы также была установлена мемориальная доска основателя этого учебного заведения Хараза Чамагуа. В среднем общеобразовательном учреждении 4 корпуса, 2 учебных, актовые спортивные залы, которые соединены между собой закрытыми внутренними переходами, чтобы детям не приходилось между занятиями выходить на улицу. В школе 48 учебных и 8 лабораторных кабинетов, оснащенных необходимым инвентарем и оборудованием. Ирина Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжани поздравил школьников и учителей Абхазии с началом нового учебного года. В поздравлении говорится: в этом году все особенно ждали этот день, 1 сентября. Из-за пандемии коронавируса вы более полугода не имели возможности приходить в школы. Поэтому сегодня все испытывают особое трепетное чувство.
Безусловно, этот учебный год будет во многом отличаться от предыдущих. Мы должны быть предусмотрительными и следовать рекомендациям медиков. На время придется отказаться от проведения всеми любимых школьных праздников и спортивных соревнований. Но мы уверены, что это временные сложности, и вскоре они будут преодолены. Особые поздравления Аслан Бжаня направил в адрес первоклашек. Сегодня вы вступаете на путь новых разнообразных знаний. Пусть вам всегда сопутствует удача, хорошее настроение и успехи. Государство должно уделять особое внимание системе образования. Только в школах мы можем сохранить наш язык. Именно там мы воспитываем будущих врачей, инженеров, экономистов, политиков, лидеров, которые завтра будут руководить государством, подчеркнул глава государства. Аслан Бжаня выразил благодарность учителям, которые, несмотря на все трудности, существующие в работе, с большой любовью, пониманием и усердием воспитывают молодежь. Глава государства отметил, что педагоги всегда могут положиться на поддержку со стороны государства. В столице открылись все средние общеобразовательные учреждения, за исключением школы номер 6, коллектив, который находится на карантине. Здесь учеба начнется 7 сентября. Во всех школах торжественные линейки были организованы только для первоклассников и учащихся 11 классов. Первый звонок прозвенел и в Сухумской второй средней школе, где полностью завершены все ремонтно-восстановительные работы после пожара. Репортаж Щезины Ханагуа. День знаний, праздник книг, цветов, друзей, улыбок света. В этом году двери Сухумской второй школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году. Пушистые бантики на заплетенных косичках, торжественно повязанные галстуки, букеты и радостные лица родителей. Все это атрибуты поистине долгожданного и праздничного Дня знаний. По традиции под звуки гимна республики лучшие учащиеся школы поднимают абхазский государственный флаг. Сухумская вторая школа имени Александра Сергеевича Пушкина в этом году отмечает юбилей и встречает своих учеников в 150-й раз. И хотя из-за пандемии коронавируса торжественная линейка организована только для первоклассников, праздничная атмосфера царит повсюду. И как положено, с трепетом и волнением малыши с выражением читают заготовленные стишки. Первоклассник, это здорово звучит. Им бывает каждый ученик. В первом классе даже бабушка была. Первоклассниками были все учителя. Порог второй Сухумской школы сегодня впервые переступили 108 ребятишек. Директор учебного заведения Ирина Павирскер и гости поздравили самых главных участников линейки с новым учебным годом. Дорогие мамы, дорогие папы, бабушки и дедушки. Сегодня, наверное, самый волнующий день вашей жизни. Я уверена, что многие из вас ночью не спали, те, кто сейчас стоят, и волновались. И вот он наступил. Теперь вы первоклашки, на вас на всех белые рубашки, и вы пришли учиться в школу и получать знания. Через 11 лет, когда вы будете заканчивать школу, вы будете вспоминать, что ваша первая в жизни линейка прошла в таких сложных условиях, как сегодня. Но я вам желаю от всей души учиться только на пятерке. И всегда с радостью утром просыпаться и бежать в родную школу. На торжественной линейке также присутствовала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Педагогический коллектив школы довольно серьезно подготовился к 1 сентября. И я от лица педагогического коллектива, руководства школы, руководство управления образования, прошу вас соблюдать те требования, которые будут применяться в данной школе или во всех школах города Сухум и Республики Абхазия. И вот наступил самый волнительный момент. Для маленьких учащихся звучит первый звонок. Сегодня в школу вы пришли лишь только в первый раз.
Затем первоклассников провели в классы. Однако в этом году родителям присутствовать при этом было запрещено. Так и начался первый в жизни урок. Всего в Сухумской второй школе обучаются 1264 ученика. Так как занятия проходят в 2 смены, уроки будут начинаться в половине 9 утра. При этом все предписания и рекомендации СЭС по снижению риска возникновения и распространения коронавирусной инфекции здесь будут соблюдаться. Сегодня измеряли остальным, кроме первоклашек, температуру, дезинфицировали руки. Дальше вот такие мероприятия будут проводиться: дезинфекция классов, проветривание помещений, увлажнение воздуха. Все минимальные меры, которые в наших силах провести. Для первоклашек уроки будут, длительность урока 30 минут. Между уроками 10 минут перемена, большая перемена после второго урока. У них же 4 урока всего. После второго урока 20 минут, когда они могут организованно посетить столовую, которая будет запущена с учетом всех санитарных требований. И для остальных классов уроки по 35 минут, то есть с первоклашками у них звонки немножко совпадать не будут. Начался долгожданный новый учебный год. После долгого перерыва школьники продолжат путь к знаниям, а также общение с друзьями и сверстниками. Ведь школьные годы – это время, когда приобретаются самые главные навыки и завязывается дружба на всю жизнь. Щазина Ханагуа, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 1 сентября в городе Новый Афон в торжественной обстановке был открыт детский сад Алашера, отремонтированный в рамках российской инвестпрограммы. Строительство объекта началось в 2017 году. Сметная стоимость составила 136 миллионов рублей. В день открытия детское дошкольное учреждение посетили президент Аслан Бжаня, вице-премьер правительства, министр экономики Кристина Озган, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, депутат Народного собрания Наталья Смыр, глава администрации Нового Афона Тимур Оторба, представители общественности, горожане. Сегодня мы открываем Новоафонский детский сад, в которых будут ходить более 100 детей. Спасибо всем, кто оказал нам большую материальную помощь при открытии детского сада. Материально-технической базой детский сад оснащен. Есть какие-то маленькие недочеты, но это все мы исправим во время своей работы. В общем, мы довольны работой и постройкой Новоафонского детского сада. Президент Аслан Бжаня подписал указ о назначении выбора в органы местного самоуправления, сообщает пресс-служба главы государства. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Абхазия о выборах в органы местного самоуправления выборы назначены на 1 ноября 2020 года. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с председателем Государственного таможенного комитета Гурам Аминапшба итоги внешнеэкономической деятельности за 8 месяцев, сообщает пресс-служба правительства. Так, сумма импорта значительно сократилась по сравнению с прошлым годом. Однако показатели экспорта выросли на 105 миллионов рублей по сравнению с данными за аналогичный период 2019 года. Начисление всех видов таможенных платежей выполнено на 85%, что в свою очередь на 197 миллионов рублей меньше плановых цифр. Однако начисление таможенных платежей на 1 сентября 2020 года практически на одном уровне с показателями за аналогичный период прошлого года. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 194 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 29 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 29 пациентов, все подтвержденные на коронавирусную инфекцию. За сутки поступил 1 человек, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 9 пациентов. Амбулаторно на самоизоляции выздоровевших 5 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 359 человек. Из них 125 человек выздоровели. О санэпидобстановке в стране на сегодняшний день рассказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Она вновь обратилась к гражданам республики с призывом соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В настоящий период времени у нас
стало регистрироваться повышение заболеваемости. Поэтому я не хотела бы пугать, но в то же время хочу опять возвратиться к тем временам, когда мы все законно соблюдали все меры безопасности. То есть носили маски, мы дистанцировались друг от друга. Ситуация в селениях Лавра и Цандрипш более-менее сейчас нормализуется. И все это усилиями самих же жителей, которые вразумительно поняли, что надо находиться дома, надо находиться на самоизоляции. Они не контактировали друг с другом. И это послужило тем, что, естественно, вспышка, которая возникла у них в селениях, пошла на спад. Если вы контактировали с кем-то из больных на рабочем месте, придя в семейный очаг, я вас прошу просто-напросто соблюдать простые меры безопасности. Это одеть масочку, если есть возможность дистанцироваться в отдельную комнату, 14 дней понаблюдать за своим состоянием здоровья. Конечно, при проявлении симптоматики нужно обратиться на горячую линию, отзвониться своему доктору, которого вы знаете лично, или вызвать к себе мобильную бригаду через горячую линию Минздрава. Естественно, у вас будет сделан биозабор, естественно, вы будете протестированы, и ваше состояние будет оценено. Минздрав Абхазии в рамках борьбы с COVID-19 осуществил дополнительную поставку медоборудования и изделий медицинского назначения, сообщает пресс-служба ведомства. Груз в основной своей части будет передан в ЦРБ Гудаутского района, а также в другие лечебно-профилактические учреждения республики. Дополнительная поставка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения осуществлена на общую сумму 3 миллиона 817 тысяч рублей. Аслан Бжаня поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с 50-летним юбилеем. В поздравительной телеграмме, в частности, отмечается, что жизненный путь Вениамина Ивановича, преданность интересам государства, активная жизненная позиция являются ярким примером служения Родине. А высокий профессионализм, целенаправленная работа губернатора во многом способствует социально-экономическому развитию края, повышению уровня жизни и благосостояния его жителей. Кубань всегда являлась братским соседом для абхазского государства. Убежден, что тесные узы дружбы и взаимопонимания, связывающие нас, будут и в дальнейшем служить прочной основой для развития сотрудничества, говорится в поздравлении президента Абхазии. С целью уменьшения очереди в офисах обслуживания в график выдачи пенсий гражданам России, постоянно проживающим на территории Абхазии, будут внесены корректировки. Об этом сообщил председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателя. До 15 сентября количество операционных работников, задействованных при обслуживании клиентов, физических лиц, получающих пенсии в офисах города Сухум, будет увеличено вдвое. Здесь вопрос идет о чем? Не потому, что сберегательный банк не может выдать деньги, деньги в достаточном количестве. Есть, тем более, это российские деньги, российский пенсионный фонд присылает их. Речь идет о пропускной способности банка. То есть, если сегодня сберегательный банк закинет на карты всем пенсионерам Абхазии пенсию единовременно, это при наличии банкомата, у нас такие очереди были, то сейчас возникнет картина, что человек придет в банк, столкнется с огромной очередью, и не факт, что до конца дня он сможет вообще добраться до кассы. И так будет продолжаться несколько дней. Поэтому наша задача сделать все, чтобы выдача была комфортной. Понятное дело, что с карточками удобно, это откат назад для нас всех. Мы понимаем, что это то, на что мы потратили очень много сил, энергии, времени, денег, создавали, преодолевая сопротивление, еще раз повторю, тех же пенсионеров, которые не хотели карты. Вы не представляете, какое огромное количество жалоб было в начале, когда мы пошли по пути, перевода на карты. Я понимаю, люди, особенно пожилого возраста, часто не готовы сталкиваться с новыми технологиями, но они уже сегодня привыкли, поняли, что это удобно.
И, конечно, сейчас я воспринимаю это как какой-то откат в этом вопросе назад. Будем надеяться, что в перспективе этот вопрос как-то будет решен, и мы сможем опять вернуться к тому режиму, который у нас был. Расширенный репортаж о том, как организована выдача пенсий гражданам России, постоянно проживающим на территории Абхазии, смотрите в рубрике «Амши Пшара Яцу» сразу после новостей. Мастера спорта Российской Федерации по теннису, чемпиона мира, многократного чемпиона Европы и различных международных турниров, чемпиона России, игрока национальной сборной команды Российской Федерации Алина Авицба приняли в Олимпийском национальном комитете Абхазии. После поздравлений и пожеланий дальнейших успехов спортсмену были вручены памятные подарки и денежное вознаграждение. Как узнал, что Ален наш Авицба находится здесь, было принято решение пригласить его в офис Олимпийского комитета Абхазии, и чтобы он знал, где находится офис Олимпийского комитета. Я думаю, что там, где он находится, за рубежом, он должен знать, кроме, его родина, собственно, есть, на этой родине есть Олимпийский комитет, который делает очень много для того, чтобы спортсмены могли выезжать за рубеж, подписываем соглашения. И очень важно вот для него, что я хотел очень важно ему сказать, есть Олимпийская хартия, в котором есть такое направление. Если организация не принимает Международный Олимпийский комитет, тогда спортсмены, выходцы из Абхазии, которые будут иметь лицензию на выступление, допустим, в той области, вот в теннисе, где он играет, тогда, если они изъявят желание, мы можем написать, уже одно письмо мы писали президенту Национального Международного Олимпийского комитета Баху от имени спортсменов Абхазии с просьбой допустить их до следующих Олимпийских игр, если будут иметь лицензии спортсмены из Абхазии. Благодарен за приглашение. Я здесь никогда не был. Я знал, что существует Олимпийский комитет, но не был знаком лично и никогда не был в этом офисе. Спасибо большое за поддержку, за внимание, за помощь. Безумно благодарен за все это. И, конечно, постараюсь продвигать нашу Абхазию за границей. Как вы уже сказали, если будут какие-то люди, которые будут заинтересованы, я обязательно дам ваши координаты, постараюсь вас состыковать. И надеюсь, что в скором будущем я уже смогу выступать под абхазским флагом на Олимпийских играх и выиграю Олимпиаду, дай бог. И спасибо вам огромное. 30 августа в городе Сухум прошел открытый республиканский турнир по легкой атлетике памяти мастера спорта международного класса, серебряного призера Олимпийских игр 1980 года Саиды Гунба. Репортаж Аслана Джопуа. В турнире приняли участие около 100 спортсменов из Сухумского и Гагарского районов. В этом году соревнования прошли по укороченной программе по 3 дисциплинам. Это бег на 100 метров, 400 метров и метание копья. Все участники показали хорошую подготовку и стремление к победе. Я принимала участие в дисциплине по метанию копья, заняла сейчас 2 место. Метнула, точнее, 18 метров, и я довольна своим результатом. Спасибо всем организаторам, кто организует такие турниры. Это очень важно для молодежи. Турнир проходит ежегодно при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта Абхазии. Традиционно в соревнованиях принимают участие спортсмены со всех районов республики. Однако в этом году только 2 команды изъявили желание в них участвовать. Турнир мы начали проводить с 2016 года, пока Саида Капасовна была жива. Посвящали ей. Но с 2018 года, в связи с ее уходом, уже проводим память ее. Но прежде всего хочу сказать, что ждали мы всех, со всех районов. Это открытый республиканский турнир. Но, конечно, горестно это говорить, неприятно, но приехала всего лишь 1 команда. Постоянные наши соперники, приятно их видеть, это Гагаринская команда. Посмотреть на соревнования и поболеть за спортсменов пришли родственники мастера спорта международного класса, серебряного призера Олимпийских игр Саиды Гунба. Ведь благодаря такого рода мероприятиям сохраняется память о спортсменке, говорят они. От имени всех гунбовцев я хочу сказать пару слов. Организаторам, то есть это вижу, как Лолита Викторовна тут старается. Хочу благодарность
сказать, Госкомспорту, что проводит. Эти соревнования наглядно показывают, что физическая культура она играет немаловажную роль. Это я с точки преподавателя физкультуры. Немаловажную роль. Ценность спорта в жизни подрастающего поколения. И сегодня я думаю, что кто-то покажет хотя бы то малое, что показывала Саида в детском возрасте. После завершения соревнований победители всех дисциплин были награждены кубками, медалями и грамотами. А легкоатлет, показавший лучший результат в метании копья, получил от родственников Саиды денежное вознаграждение. Аслан Джопуах, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 27-32. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.